Между тем в Коми всерьез задумались, как сохранить сельское хозяйство в наиболее северных районах. Это прежде государство могло позволить себе эксперименты по выращиванию овощей в условиях вечной мерзлоты. Сейчас не то время. Именно поэтому в Инте все сельхозпредприятия сливают в одно. В Воркуте местные аграрии планируют обеспечивать продуктами питания участников Северного широтного хода железной дороги, которая свяжет несколько регионов страны. О том, как трансформируются масштабные планы советского Заполярья, Наталья Юрина. Сейчас и нас затопчет здесь, а? Самобытное сельское хозяйство на просторах Северного края. Такую захватывающую дух картину можно встретить за полярным кругом. В арктическую зону Коми входят Воркута, Инта, Усинск и Уссылимский район. В Коми около 95 тысяч оленей. Из них 20 тысяч находятся в ведении воркутинского ПСК «Оленевод». Помимо разведения, компания производит убой, мясные деликатесы. Продукцию поставляют в десятки регионов страны, от Санкт-Петербурга до Крыма. В планах у кооператива построить новый цех. Помимо производственной площадки в Воркуте появится и комплекс теплиц. Болгарский перец, огурцы, помидоры, баклажаны и зелень планируют отправлять на прилавки магазинов напрямую из Заполярья. В республику Коми в правительство обратилась организация, это Ассоциация тепличных хозяйств России, которая предложила свои услуги для расчета месторасположения, расчета экономики и расчета необходимого количества для населения количества овощей и сделать соответствующий проект, такую раскладочку, план. Это было осуществлено. Был произведен расчет тепличного хозяйства в год на порядка 2700-2800 тонн овощей. Для будущих теплиц подобрали место по всем санпинам и градостроительным нормам. Около поселка Северный. Сейчас ищут инвестора. Проект окупится за 5 лет. При запуске производства делают акцент на Северном широтном ходе. Овощи планируют поставлять в соседние регионы. Пока строящаяся железная дорога в Ямало-Ненецком округе в дальнейшем откроет перспективы для развития и других отраслей сельского хозяйства. Новая компания в Воркуте станет резидентом арктической зоны. В Заполярье Коми такой статус обретает популярность. В Инте под инвестиционную программу попали 3 организации. Инта, Приполярная, Абесь и Петрунская объединяют в одну – масштабную Интинская. Мы имеем чистую новую компанию ООО «Интинская», которая будет заниматься переработкой олениной, которая будет заниматься животноводством и, соответственно, у нас остается молзавод. Что касается по Петруням, там у нас имеется 60 коров, у нас есть хлебокомбинат, и у нас есть магазин и тоже молзавод. Все эти предприятия остаются. Все прекрасно понимаем, это социально значимое предприятие Петрунское, которое обеспечивает школу, обеспечивает детский сад и население. После объединения в Интинском арсенале окажется поголовье в 25 тысяч оленей. Забой будут хранить и перерабатывать на базе агрокомплекса «Инта Приполярная». Планируют приумножить поголовье и крупнорогатого скота. Сейчас здесь более 200 дойных коров. Заложенные деньги на новое предприятие по программе Моногорода 256 миллионов рублей потратят на строительство нового молочного завода и фермы. В следующем году в планах возвести цех по переработке отходов животноводства. Рабочие места сохранят, объемы производства и сбыта вырастут. Интинская, как резидент арктической зоны, получит привилегии, понизит расходы по страховым взносам на 75%, на 10 лет освободится от налогов на имущество и землю, получит возможность взять льготные кредиты до 2% годовых. Развитие оленеводства под единым брендом ООО «Интинская» – это не только сохранение рабочих мест, но и выпуск местной продукции. Изделия из оленины пользуются неизменным спросом у горожан, также и используются в детских садах и школах. Ну и, конечно же, мы, интинцы, всегда выезжая, используем это как подарок, везем, если едем куда-то в гости. Всегда существует спрос и на молочную продукцию. Местные жители очень хорошо потребляют и молоко, и творог, также сметану.
В Усинске 4 сельхозпредприятия разводят оленей и крупнорогатый скот, производят мясо и молоко, выращивают картофель. Лидер по объемам – компания «Северный». Только в прошлом году здесь выручили 643 тонны молока, 110 тонн говядины, 283 тонны оленины. Также «Северный» закупает излишки сельхозпродукции от личных подсобных хозяйств, занимается строительством, содержит зимние автодороги. Однако говорить о глобальном расширении фермеров и компаний пока не приходится. Мы прекрасно понимаем, что сегодня у наших хозяйств состояние финансовое не совсем, скажем так, удовлетворительное, поэтому каких-то больших на сегодняшний день планов нет, но мы над этим работаем. У нас, значит, одно из хозяйств планирует податься в ближайшее время в программу, стать арктическим резидентом, на что, конечно, я очень надеюсь и питаю надежду, что это даст новый виток развития для наших фермеров. Усть-Илимский район в развитии сельского хозяйства пошел по другому пути. Фермеры активно заявляются на гранты от Минсельхоза, Коми и России, и не единожды. Например, в прошлом году Людмила Соколова получила вторую субсидию на строительство животноводческой фермы, которая открылась в начале этого года. Ее коллега Василий Захаров выиграл грант на строительство фермы «Семейной». Здесь разводят крупнорогатый молочный скот, перерабатывают молоко и мясо. Готовую продукцию реализуют через сеть фирменных магазинов, а также поставляют в учреждения райцентра. В хозяйстве более сотни голов. Совсем скоро производство расширится благодаря новой площадке. Большая часть фермы построена. В ближайшее будущее достроить ферму животноводческую. К сожалению, в этом году у меня всего скорее не получится ее запустить. Запустим уже в следующем году. Так как не успеваем поставить систему освещения и систему вентиляции. Она еще будет 1,5 месяца делать, а уже пойдет отрицательная температура. А так уже где-то на 80% ферма готова новая. В Усть-Илимском районе сельским хозяйством планируют завлекать туристов. Фермер Лидия Канева, известная как руководитель опытной станции, которая создала генофондное и коллекционное стадо печорских овец, намерена получить грант. Заявку в Минсельхоз России уже отправила. На финансовую помощь большие планы. Построить гостевые домики на территории хозяйства, изготовить сувенирную продукцию, проводить мастер-классы из шерсти. В планах у меня построить, значит, домики чисто такого деревенского стиля. То есть эти домики будут они из дерева. Также планируется, значит, привлечь туристов к сельскому хозяйству, к ознакомлению. То есть это будет живое общение с овечками, живое общение с коровами, дегустация натуральных продуктов питания, таких как молоко, сливки, творог, мясо, баранина. Также планируется построить шашлычный дворик. И через этот шашлычный дворик мы, значит, будем реализовать свою мясо-баранину. В обход погоды и избытка влаги сегодня за полярным кругом Коми работают 44 фермы и сельхозорганизаций. И у каждой свой путь расширения. Главное для производителей, чтобы местная продукция пользовалась спросом у населения и выходила на новые рынки сбыта.